Белорецк – город, где в 2019 году создали территорию социально-экономического развития – ТАСЭР. Для ее резидентов действуют налоговые льготы и административные послабления. В числе резидентов ТАСЭРа научно-производственная фирма «Рессора». Она работает на базе Уральского пружинного завода. В мае 2020 года фирма «Рессора» на инвестчасе у главы Башкортостана Ради Хабирова представила проект по созданию автоматизированного производства рессор – элементов подвески транспортных средств. Этот проект вошел в число приоритетных в Башкортостане, и менее чем через 1,5 года в Белорецке запускают новое производство. Перед торжественным событием руководитель региона на головном предприятии – Уральском пружинном заводе. Павел Александрович Яковлев, генеральный директор, автомобильный завод «Урал». Ради Фаридович Хабиров. Ради Фаридович, мы уже начали экскурсию, с вашего позволения. У меня есть задумка построить новое производство. Пружин до 100-120 миллиметров. В мире это делают только в Японии. Это на вагоны или что? Значит, два рынка потребления. Первое, в сейсмоопасных зонах теперь уже во всем мире ставят пружины на здания. В сейсмоопасных зонах огромные пружины. Первое. Второе, железные дороги меняются. И меняются с точки зрения high-speed, высокоскоростных дорог. И там пружина, она становится очень большая в диаметре, большого по размеру, но эти пружины будут перемещаться со скоростью 600-700 км в час. Поскольку мы себя представляем уже на сегодняшний день глобальной компанией, то есть мы себя позиционируем на всех рынках, мы знаем, что мы, создавая там спрос, приводим его в Россию на сегодняшний день. И уже в ближайшие 5-7 лет я вижу, что Россия создает огромный парк высокоскоростных поездов. Это будущее. В России нет этого рынка потребления. Но моя задача и задача нашего завода – создавать новые рынки здесь, создавать новые возможности здесь. Не искать те, которые есть, а создавать эти рынки. И мы направлены на это. А вот как раз Собянин-то сейчас строит экспресс Москва-Питер. Он 2,5 часа идти будет, да, сказали? По-моему, 2,5 часа. Мы участвуем в этих проектах. Это проекты, которые строятся на базе Синара, на базе Трансмашхолдинга. И все пружины там стоят башкирские. Начал рассказывать о нашем предприятии, о том, что нам 13 лет. Сомнения вызвало. Мы начали говорить о культуре. Кстати, вот эти пружины. И здесь сейчас я нарисую. Вот это пружины для высокоскоростных поездов. Они имеют большие диаметры. Мы в Европе больше 30% рынка забрали. Они воюют с нами как хотят. Ничего у них не получится. Вот это на немецкие железные дороги работает пружина. Она работает пружина в пружину, то здесь она, как правило, работает одна. Очень высоконагруженная пружина. Мы тогда взвесили пружину, которую вы говорили, померить. Она весила что-то около 28 килограмм. А это? Наспор она весит где-то 17,5. Там Уральский пружинный завод мы представляем как организацию открытую, не как привыкли сейчас функции. Мы ее рисуем по-другому. Вот так. Это танец. С правой стороны это наши партнеры, которые нам дают ресурсы. Это поставщики, это люди. Люди самый главный актив. С левой стороны, это вот опять танец. С левой стороны, это то, ради чего мы живем. Это те люди, для которых мы создаем ценность. Внутри протекают бизнес-процессы. Это кроссфункциональные функции, и на выходе нужен результат. Вы много слышите, наверное, на работе, когда я свою работу сделал хорошо. Ребята, результата нет. Нам нужен результат. Но я же сделал хорошо, у меня пиджак по размеру. Нам не нужен рукав. Нам нужен красивый пиджак и одежда. Но здесь те, с кем мы конкурируем за ресурсы и так далее, важно, сверху это государство, которое нам задает правила игры, которые нам дает направление. И создав синергию между этим, когда внутри предприятия система, мы создаем систему ценностей для наших партнеров, для Уралвагонзавода, мы придумали следующую функцию. Минимальное количество отказов на единицу изделия.
Они говорят, круто, я хочу с тобой работать. Ему не нужна пружина моя. Он говорит, у меня есть пружина, у меня нет проблем. А какая у вас проблема? У меня изломов много. А давайте я в 10 раз уменьшу количество изломов. Не может быть. Сделали в 20 раз, уменьшили от ближайшего конкурента. В 20 раз уменьшили от ближайшего конкурента. И вот так мы представляем завод. Вот так мы представляем компанию. Посмотрите динамика по КАМАЗу по этому году. То есть просто вот вертикальный взлет. А вот это, Радий Фаритович, это Инопром. Это наши договоренности по Уралвагонзаводу. Вот оно как работает. Вот она динамика наша. Коллеги, я вот хочу рассказать отдельно про функцию качества на предприятии Радий Фаритович. Это первая заготовительная операция. Посмотрите, мы порезали металл, там мы его отшлифовали с коллегами. Это как было раньше, ручная работа. Но сейчас так это не работает. У нас вот рессоров люди не работают, люди работают операторами. Они должны управлять машинами, задавать правила игры. Люди не должны быть... Тяжелого физического труда в будущем нет. И на ресторе вообще нет ручного труда. Я немного расскажу о качестве предприятия. Управление качеством – это, Радий Фаритович, не про отдел технического контроля. Качество на предприятии задает только правильность функционирования всех систем предприятия. Вот, как работают процессы, определяет качество. Не нужен контроль на выходе, потому что качество определяет уже задано на входе и внутри, как мы поработали, не нужно контролировать. Отдел технического контроля – это, муда, это потеря. Мы не можем тратить деньги на технический контроль. Технический контроль существует только для того, чтобы снизить затраты предприятия на возврат и переделку брака. Все. И целевая функция отдела технического контроля в том, чтобы его не было. Его не было. И человек определяет качество предприятия. У нас на заводе человек, я не произвожу брак, я не принимаю брак, и я не передаю брак. 3 не работает, и это закон. Эта пружина испытывается на модуле сдвига. Я бы рассказал много, но она не только на нагрузку уходит, но она испытывается на модуле сдвига, насколько она уходит в телеге на этой машине. А вот здесь автоматическая функция. Может быть, помните из старых, как делали раньше твердость. Сначала человек напильником пилил, потом там целились. Мы придумали эту машину с итальянцами. Она сама только что сделала лыску. Она сейчас с помощью лазера прицеливается. И сама делает контроль на твердость. Без любого людского труда человек не должен работать тяжело. В этом любовь заключается. Это правда. Вот новый процесс. Робот режет уже торцы пружин. Нет человеческого труда. Сняли экран для того, чтобы показать. Вообще там защитный экран. И мы снизили затраты предприятия на шлифовку на дорогих камнях примерно там на 70%. Причем человек перестал работать тяжело. Его задача только управлять и создавать смыслы предприятия. В этом есть любовь к людям. Вот здесь линия 3, мы ее с вами в работе не видели, она только строилась по производству пружин, тяжело нагруженных больших пружин. Мы ее не видели в работе. Огромные пружины. Нет, мы, по-моему, видели это. Видели? Да, это видели. Огромная нагруженная пружина. Это идет на промтрактор, на трак, когда вот эта большая пружина туда идет. Ну, пока здесь есть людской труд. Но вот новую линию, которую мы задумали, я сделаю так, что там человек будет трогать ее только на выходе. А отсутствие человека убирает вариабельность в системе. Человек добавляет вариабельность, а автоматизированные процессы убирают вариабельность. И когда у Деминга спросили в 2 словах, расскажите, что такое менеджмент. А знаете, что он сказал? Он сказал, что это только про снижение вариабельности. Вот смотрите, работают в экзоскелетах, привыкли, все не упираются. Работает, вот спину разгружает, легче в конце смены ему, но есть проблема. Под ними потеет сильно. Под ними потеет. Но спину разгружает просто. Я сам пробовал. Да.
новый проект. Сейчас мы будем строить предприятие по производству пружин подвески автоматизированной. Для нас коллеги Северстали будут создавать сырье, пока это импортное. Но мы уже освоили Ларгус, Веста, Калина, Крайрос, Приора. Квадроциклы все российские сейчас делаются на башкирских пружинах с переменным сечением. И вот это квадрики. Kia, да? Kia Rio. Это все через интернет-магазины покупаются, и хорошо продажи у нас идут. Вообще придумали кучу сервисов цифровых. Когда человек вообще не касается, пришел заказчик на сайт, сам себе сформулировал пружину, сам себе сделал чертеж, сам себе выставил счет, сам оплатил, мы через сутки отгрузили. Это будущее. Это будущее. В России это никто не делает. Каждое рабочее место сопровождается документацией. Сегодня люди пытались повесить новые стропы. Я говорю, не создавайте здесь ни в коем случае. Как есть, так есть. Вот где грязно, там грязно. Это наша первая линия. И вот здесь вот Борис Анатольевич. Это то, что мы здесь... Даже научное открытие, наверное, можно запатентовать на это. Вот посмотрите, что мы сделали. Пружины – это всегда мелкий сернистый перлит. Как его получить? Быстрым мгновенным нагревом, не дав возможности образоваться углероду на поверхности, углеродному слою. Нагреваем 850 градусов через индукционный нагрев и быстро выравниваем заготовку печи сопротивления, не давая возможности вырасти в структуру мартенсита. Вот это, Борис Анатольевич, вот это в 10 раз как раз обеспечивает. Вот это как раз обеспечивает циклику 10-20 раз лучше, чем у наших конкурентов. Именно умение правильно нагреть металл, сформировать решетку. Здесь идет горячая навивка и технология дальше масло и отпуск. Дальше идет. Таких линий у нас на сегодняшний день 4 работают предприятия. 4 линии. Пока ручная навивка, но вот в следующем процессе у меня уже здесь не человек-оператор. И на ресторе там этого не увидите, уже там уже ручная работа. Но зато за это место здесь нет текучки совсем. Здесь средняя зарплата на предприятии сегодняшний день 42 500. Мы вышли уже выше до кризисного периода и работает 550 человек. Экзоскелет сильно разгружает? Вот Радий Фаридович, расскажите, пожалуйста. Да, нормально. Нормально? Да, помогает. Помогает? Да, помогает, да. Когда не трудная работа, вот, ну, небольшие это наклоны, передвижения, то Помогает, да? А так жарковато, наверное, да? ну, летом жарковато. Спасибо. Вот важная часть, Радий Фаридович. Ну, во-первых, люди должны видеть культуру предприятия. Все гости, они здесь. И дайте возможность людям гордиться своим заводом. Дайте возможность Александр гордиться. Валерьевич здесь бывал, да, получается? А мы, помните же, с вами в этом встречались. Это же переговорка. Да, это там. Это в переговорке. Дайте возможность людям гордиться своим трудом. И это основная функция, которая... Если человек гордится своим трудом, если он любит предприятие, он здесь... Меня недавно... Да, пожалуйста, налево. Недавно спросили, а как ты борешься с хищением? Ну, никак не борюсь. Мы стартуем на ресторе. Хорошо. Здесь будет склад. То есть у нас, я потом расскажу, то есть двигается рессора, сырье отсюда начинается и выходит с той стороны. Это готовые склады. И прошу вас, друзья, коллеги, пройти в зону. Расскажу об инфраструктуре, об этом предприятии. То есть это будет законченного цикла полностью автоматизированный. По задумке даже сейчас есть так, чтобы у нас оттуда телега без людей ездила. Чтобы вот рессора готовая вышла, приехала сюда, сырье без людей уехало туда. Это недорого стоит, а у меня айтишники выросли свои. Мальчишки, роботы сами делают. Тут сколько рабочих будет? Здесь мы планируем одна смена 30 человек, ну 20-30 человек смена. Так вот, примерно. Ну, ну, одна смена, а в общей сложности безлюдная К этому технология. идем. Безлюдная технология – это будущее. Дамы и господа,
Добро пожаловать на торжественную церемонию открытия нового предприятия, нового завода, где придумали рессору заново. Слово главе Республики Башкортостан Ради Фаритовичу Хабирову. Добрый день, уважаемые белоречане. Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич. Добрый день, уважаемый Павел Александрович, Борис Анатольевич, Денис Салаватович. Очередной раз приезжаем к вам в Белорецк по очень приятному поводу. Буквально недавно мы с вами здесь были, когда открывали на Белорецком металлургическом заводе новые линии проката. Очень серьезные, хорошие достижения. А сегодня мы вновь радуемся успехам Уральского пружинного завода. Очень приятно, что сегодня с нами присутствуют руководители трех крупнейших промышленных гигантов автомобилестроения: КАМАЗ, Уралвагонзавод. Почему это важно еще? Мы надеемся, что эти предприятия будут основными потребителями продукции, производимой и здесь, на рессоре, и Уральского пружинного завода. Мы очень радуемся, что в свое время мы действительно с предприятием заключили соглашение. Этот проект вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов и сейчас активно реализуется с поддержкой нашего Министерства промышленности. Я верю, что это такая начальная хорошая точка развития не просто очередного металлургического металлообрабатывающего предприятия, а инновационного предприятия. Поэтому я, конечно, желаю вам успехов в этом добром, хорошем начинании. Спасибо. Спасибо, Ради Фаритович. Я прошу вас вручить государственные награды. Почетная грамота Республики Башкортостан вручается Радику Борисовичу Гайфуллину. Под ваши аплодисменты мы приглашаем его на сцену. Благодарственное письмо главы Республики Башкортостан вручается Валерию Юрьевичу Овчинникову. Благодарность Республики Башкортостан вручается Игорю Юрьевичу Щевелеву. Орден Салавата Юлаева вручается Денису Салаватовичу Лутманову. Спасибо, Ради Фаритович. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору ПАО КАМАЗ Сергею Анатольевичу Кагогину. Уважаемый Ради Фаритович, дорогие друзья, очень приятно, что в нашей стране появляются такие компактные, сильные производства, на которых видишь современные технологии. Вот я с нетерпением жду, когда мы пройдем в производство рессоры, увидеть то, что нужно нам. Вот я рассчитываю на то, что сегодня увиденное позволит нам получить здесь тот продукт, который нужен современным автомобилям. Именно на таких одержимых людях, которые хотят менять нашу промышленность к лучшему, и держится наша страна. Поздравляю вас. Спасибо, Сергей Анатольевич. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору акционерного общества «Автомобильный завод Урал» Павлу Александровичу Яковлеву. Дорогой Ради Фаридович, Денис Салаватович, друзья, присоединяюсь к словам Сергея Анатольевича. Очень приятно видеть, что наша промышленность развивается. В первую очередь автомобиль качественный складывается из качественных комплектующих. Поэтому я вас поздравляю с этим событием и надеюсь, что вместе с вами мы поднимем качество российского автопрома. Спасибо. Всего наилучшего в будущем. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю генерального директора акционерного общества «Концерн Уралвагонзавод» Борису Анатольевичу Мягкову. Добрый день, друзья. Уважаемый Ради Фаридович, Денис Салаватович. Хотел от себя лично, от руководства Уралвагонзавода поздравить
коллективы предприятий с этим радостным событием. Действительно, Уралвагонзавод работает с уральской пружиной, с уральским пружинным заводом уже достаточно долгое время, и качество, которое дает уральский пружинный завод, оно выше всяких похвал. Особенно приятно, что это все происходит на территории Республики Башкирия, не чужой для Уралвагонзавода республики. Есть у нас предприятие в Ишимбае свое, и мы видим, как руководство республики заботится о предприятиях, как относится к ним, как развивается. И еще раз хочу поздравить всех с этим замечательным событием и верю, что это предприятие ждет процветания. Не просто верю, а уверен в этом. С праздником! Спасибо, Борис Анатольевич. Мне кажется, огромное количество эмоций сейчас у этого человека с орденом на груди. Денис Салаватович. Ради Фаридович, Сергей Анатольевич, Павел Александрович, Борис Анатольевич, Ради Фаридович, я всегда говорю, как хорошо, что вы дома. Это очень важно для нас. И хочу сказать, что как хорошо, что Ради Фаридович дома. И я вот, как бы чувствую всегда поддержку со стороны республики. Так это круто. Такого нигде нет, мне завидую, как бы, коллеги. И нам еще стоит переосмыслить то, что сегодня произошло. Такого количества уважаемых людей я никогда не думал, что мы сможем собрать в одной точке. И спасибо нашему заводу, спасибо вам, друзья. Вы – завод. Без вас нет завода. Поэтому, это все сделали вы. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо, Денис Салаватович. Деловая программа дня продолжится подписанием соглашения. Соглашение подписывает глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Анатольевич Кагогин. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и публичным акционерным обществом «КамАЗ». Итак, дамы и господа, история завода «Рессора» начинается прямо сейчас. И внимание на экран. Альфович, республиканский инвестпроект, наша поддержка, и вот спустя год предприятие новое, это вот он результат. Да, поехали. Значит, совершенно точно, да, это инвестпроект, он прошел через наши меры поддержки. Хороший, красивый, интересно. Еще на начальной стадии. Мне очень нравится здесь деятельный руководитель. Он уже и землю здесь подкупил. Так что вот башкирская пружина широкими шагами идет. Спасибо.